Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня мы с вами погадаем на природе, на скамейке, на замечательную тему. Женится ли ваш сын? Какие будут с невесткой отношения? Гадать я буду на живых легендах Ленорман. И у нас с вами будет три позиции. Женится ли ваш сын и какие будут с невесткой отношения? И вообще, как все будет, да? Вот скоро ли он женится или вообще не скоро? Вот. Давайте погадаем. Перемешаем нашу колоду. Первая карта, она будет означать вашего сына. Кто он? Женится ли ваш сын? Как скоро? Какие с невесткой будут отношения? Как все будет? Смотрим. Первая, вторая, третья позиции. Выбирайте. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А я начинаю с первой позиции, остальные две убираю в сторону. Так, первый сын у нас тут, это Лили. Ну, соблюдает все традиции. Или просто вот человек, который какие-то правила в жизни соблюдает. Ваш сын король пик. Человек, желающий богатства, процветания, быть в жизни стабильным, не на последнем счету, чтобы уважали в обществе, чтобы хорошая была либо работа, карьера, бизнес, да, либо чтобы просто в жизни было имущество, деньги, вот все это его очень привлекает. Он настоящий аристократ у вас. Вот понимаете, прям настоящий аристократ ваш сын. И, конечно, раз он король пик, он может даже быть и брюнетом. Но это не обязательно. Он просто может иметь жесткий, но все-таки воспитанный, да, характер. Все-таки он себя умеет брать под контроль. Также он может быть знака воздуха, вот судя по лилиям. Но очень самостоятельный. Да, самостоятельный, интересный мужчина. Такого женщины, конечно, хотели бы себе в брак. Ну, давайте посмотрим, когда он женится, на ком, какие у вас с невесткой будут отношения. Когда он женится, всадник, так он скоро женится. Скоро звезды, всадник, звезды и... так он не на местной девушке женится. Она из другого города или из другой даже страны. То, что она не с вашего города и не близко живет, это совершенно точно. Женится он уже в ближайший год-полтора, очень скоро. Но я еще раз вам говорю, что если вы думаете на местную девушку, та, которая с вами в одном городе, нет и еще раз нет, другая, значит, будет. А если не знаете, даже ума не приложите на ком, так вот он ее и привезет откуда-то с другого места. И познакомиться он с ней может быть по интернету, либо в поездке, либо где работать будет в другом городе, там и познакомиться, или учиться будет в другом городе. Как у них все будет? Давайте посмотрим. Гора. Змея. Метла. Тяжелые отношения. Проблемы будет в этих отношениях. И очень серьезные проблемы создавать какая-то дама, какая-то женщина. Очень злая. Ссоры будут, конфликты. Но, однако, люди любят друг друга, поэтому и смогут пожениться. Как у вас с невесткой будут отношения? Медведь. Дом. Ну, в доме одна должна быть хозяйка. Кольцо.
Вот, скорее всего, ваш сын отдельный дом будет иметь с невесткой. В доме она одна должна быть хозяйка. И непререкаемый ее там будет авторитет. А с вами у нее будут очень хорошие отношения. Ежели вы будете с ней вместе жить все, да, то вам нужно поделить территорию, чтобы или вы хозяйка были в доме, или она, но никак не вдвоем. Иначе начнутся конфликты. Невестка ваша с очень большими лидерскими качествами в характере. Она сама хочет быть хозяйкой в своем доме, в крепком браке. Брак у них будет и правда очень крепкий и стабильный. Вы будете друг друга уважать. Но я еще раз говорю, не делите друг с другом территорию, ни в коем случае. Пусть у нее будет свое хозяйство, свой очаг. Поэтому брак здесь хороший. Но до этого брака будет женщина вот эта строить очень большие проблемы. Может быть, в нем какая дама заинтересована, может, его мать. Кто-то будет очень против этого брака. Но, в принципе, все в конце образумится, все будет хорошо. Ну, вот такая первая позиция. А мы идем дальше, к позиции номер 2. Второй сын. Второй сын – книга. Если человек книга, у него очень много тайн. Начитанный, образованный, интересный. Может быть, по работе с бумагами и книгами связанный. С менеджментом, с экономикой, с бухгалтерией. Может, с предпринимательством даже. Но тайну такого человека много, он скрытный, книга. Такую книгу долго читать, да? За 5 минут не поймешь такого человека. Вот такой у вас сын. Очень-очень такой он молчаливый, наверное, да? И много знает, все. Очень образованный, наверное, но не общительный. А если общается, то с кем-то по переписке, по интернету. Или очень мало общительный, очень мало, трудно выходит на контакт. Но сам по себе человек неплохой, просто о нем трудно узнать, кто он, что он людям, да? Что люди из-за этого не понимают его. Но, в принципе, зато его привлекает учеба, образование или работа какая-то хорошая. Такой человек в будущем может много зарабатывать. Или быть хорошим программистом. Или, вот я говорю, бухгалтером, экономистом, предпринимателем. Или какую-то проектную документацию, инженер, да, или архитектор, например. Или учителем быть, книга, да, учителем быть. Или писателем. Усидчивый человек. Дотошный. Давайте посмотрим, женится когда он. Или женится ли вообще. Ключ. Луна. Гроб. Есть у вашего сына тайная любовь, о которой никто не знает. Из-за этой любви ему трудно жениться. Пока он о ней не забудет раз и навсегда, потому что она с ним не хочет быть, он не женится. Ему нужно выбросить ее из головы сначала. Это очень сложно. Он как одурманенный кем-то. Кого-то вот настолько он сильно любит, что не может и, как сказать, помыслить пока о том, чтобы бросить эту затею. И ответа не видит хорошего, положительного. Темной ночью он мечтает об этой женщине. Не забыть, не выбросить из головы, да. Трудно ему жениться, долго он не женится еще. Если он уедет куда-нибудь, где будет работать или учиться, или просто поедет в отпуск, там он может встретить девушку, которая будет его любить и будет ему верна.
Может быть, сначала она ему станет даже хорошим другом, потому что его сердце занято, но постепенно может занять в его жизни важное место. Ну, в ближайшие 3-5 лет он может жениться на этой девушке, но их отношения будут долго развиваться. Не быстро тут все идет. Однако, да, будет женщина, где-то как он ее в поездке встречает. Хорошая, очень добрая. Вот опять, любовь как будто односторонняя. Она его любит, а он сомневается, надо ли ему это. Но постепенно он может с ней сдружиться и полюбить. Ну или хотя бы понять, что ему нужен брак, продолжение рода. Как у вас с ней отношения будут? Змея. Рыбы. Звезды. Вы будете редко с ней видеться. Скорее всего, если он поедет туда жить с ней, а вы останетесь в другом городе. Но когда будете видеться, отношения будут непонятные. Могут быть недоверие, конфликты. Вот. Но я вижу здесь редкие встречи между вами с этой девушкой. Да, он может жениться в другом городе, но приезжать редко. Или вы будете к ним редко наведываться. Здесь сложноватая ситуация у него в душе, пока вот, ну, как сказать, тяжело ему от какой-то неразделенной любви. И раз эта ситуация такая, что в итоге, видите, ну, когда ему придется делать этот выбор, да, он уже будет делать выбор на основе того, что просто доверяет сам человеку, что она верная, она добрая, она его любит, понимаете? Что такого человека надо ценить. Вот так, как-то так. Ну, такая позиция номер 2. Третья позиция. Третий сын, мужчина, настоящий мужчина. Видите, мужчина выпал. Значит, очень такой представительный, хороший, добрый, ответственный. Вот как говорят, мужчина самый-самый, да? То есть, если выпала на мужчину карта мужчина, значит, успешный, с профессией человек. Женщина обращает внимание, красивый должен быть, да, или как, ну, привлекательный ваш сын. Многие на него хотели бы, как, с ним отношения, да, на него многие заглядываются, хотели бы замуж за него. И такой мужчина представительный, что любая бы, наверное, согласилась с ним пообщаться. И любая бы, наверное, с удовольствием замуж пошла. Скорее всего, у него много хороших параметров. Может, он хорошо зарабатывает, хорошо выглядит, следит за собой. У него хорошая речь. Он сам в себе уверен. И, конечно, просто так такого не женишь, потому что он ждет, наверное, свою единственную. Давайте посмотрим, когда он женится. Ключ. Кольцо. Очень скоро. Но женитьба у него может быть из-за того, что девушка, с которой он в отношениях, забеременеет. То есть первый вариант, что она забеременеет, второй вариант, что она богатая. Как две богатые семьи объединяются, или просто две хорошие семьи, два клана. Это вот такой вариант. Либо забеременела девушка, были серьезные отношения, забеременела девушка, и он женился. Это скоро очень женится. Еще будут у вас, скорее всего, внуки уже скоро. Или внук, ну, внучка. Давайте посмотрим, как все будет. Собака. Женщина. Да у него есть уже букет. Все будет очень романтично, хорошо развиваться между ними. Она для него мечта, и он для нее мечта. Любовь большая и светлая. Скорее всего, они уже встретились.
И скоро-скоро он женится, и уже будут скоро дети у них. Поэтому готовьтесь к свадьбе, мама. Здесь все быстро развивается. И видно, что она ему верна, как собака. И видно, что он ей дарит букеты, любит ее и обожает. И да, он нашел свою женщину, свою королеву. Или найдет вот-вот уже. И очень быстро они вступят в брак. Как у вас с ней отношения будут развиваться? Книга. Медведь. Сначала она будет молчаливая, о многом замалчивать и не проявлять себя. Не агрессивно как-то к вам, ничего. Будет с вами хорошее строить отношения. Но потом это время закончится, и она решит в доме своем стать лидером и правильно сделает, потому что любая замужняя женщина в доме в своем хозяйка. Вот, поэтому у нее должен быть свой дом, своя семья, она там хозяйка, да? И вот она захочет стать в своем доме хозяйкой. И она вам это скажет, что я тут хозяйка. И как вы отреагируете? Если будете враждовать с ней, отношения испортятся. Если вы будете подчиняться этому, что да, ты в доме хозяйка, ты замужем, у тебя брак, у тебя дети, ребенок, значит, если вы так вот будете ее уважать, она вас будет уважать, у вас будут очень хорошие отношения. Но конкурировать, если начнете, говорить, нет, я хозяйка тут, да, нет, ты меня будешь в первую очередь уважать, ну, значит, все. Будут между вами скандалы, хорошие отношения закончатся. Будет она вас как медведь лапой прижимать. А она и правда медведь. Она очень сильная дама. И своего она не упустит, и место свое отдавать не будет. Будет территорию с вами делить, поэтому не рекомендую с такой вступать в конфликты. Но сначала, да, прям будет душка, будет прям такая милашка, потому что в душе она будет таить в себе вот это. Ну, вот такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.